Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. В многовековой художественной культуре татарского народа декоративно-прикладное искусство представляет собой явление яркое, сильное, самобытное. Оно неразрывно связано с историей, с трудовой деятельностью народа. Оно является одним из древнейших видов изобразительного искусства. Его название исходит от латинского слова «декорра» – «украшаю», а прикладное означает «сделано вручную» и обслуживает бытовые и практические нужды человека, а искусство – это красота. Значит, красота, созданная своими руками. Вот что такое декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративного искусства татар берут свое начало с искусства основных их предков волжских булгар, а истоки орнаментальных форм и мотивов уходят глубоко в древность. Это берут свое начало со степного и кочевого, с искусства кочевых и степных народов. Это первые тысячелетия нашей эры и середина первого тысячелетия до нашей эры. Так называемый цветочный стиль, который преобладает в татарской вышивке, в целом татарском декоративном искусстве. Они имеют и степное, и земледельческое происхождение. Именно простота техники исполнения делала вышивкой доступной для каждого. Мастерицы с помощью только иглы, ниток и ткани могли воссоздать реалистичные сюжеты из природы. Здесь представлена цветочная композиция, мотив букета. Это геральдический знак, тоже исходит глубоко в древность. Небольшое панно, которое вы здесь видите, сохранившиеся части приданого, который мама, когда выходила замуж, вышивала своими руками. Был целый сундук. И вот мама, помню, рассказывала, когда она уже, придя в дом отца, раскладывала вот эти изделия, вся улица собралась смотреть, любовались ее изделиями. Увлеклась куклами. Меня интересует сначала... Очень интересовали куклы-обереги, народные куклы, так называемые славянские традиционные обереги, которые бытовали в далекие времена в нашей художественной культуре наших народов. Вот, например, это очень интересная кукла «Девка-баба». Это две сущности женщины. Женщина своей дочке объясняла: вот, посмотри, какая ты молодая и красивая, поешь, танцуешь, веселишься. Пройдет время, и яркая одежда, она, коса обязательно, и непокрытая голова. Это молодая девушка. Вот ты вырастешь, и будут у тебя заботы. Вот, знаете, она в зеленых наряде, это кукла-травница, которая заботится о своей семье и о детях. Пусть у нее наряды немножко тускловатые и лицо немного сероватое, но это означает, вот эти фарточки, да, означает, что у нее очень много нарядов. Вот такая кукла. Девка-баба называется. Куклы-перевертыши, такие существовали. Очень интересные куклы, двойная прибыль называется. Купцам, когда они свое дело начинали, и мужчинам, крутили такую куклу, чтобы, вот видите, детки, эти детки одновременно и богатство, и прибыль, чтобы у него все дело пошло на прибыль.
Очень интересные куклы-подорожницы. Вот такую куклу женщина крутит, буквально подорвав в себя подол платья. Это как родовая семейная память, когда мужчина из дома уходил куда-то далекое путешествие, куда-то выезжал из дома, дабы сохранить вот память о семье, о близких, да, кукла-подорожница. У нее в узелке монетка, чтобы путник не нуждался в деньгах, несколько крупинок зерна, чтобы он в еде не нуждался, а также красная обережная нить, чтобы дорогу всегда он мог домой находить. Вот такая очень интересная кукла. Куклы-пеленашки, которые вкладывались в люлечку, в складки. Когда люди заглядывали, смотрели на ребенка и говорили: какой у вас кукленок хороший, дабы не сглазить ребенка. Вот такие куклы. Игровые пальчики-зайчики. Вот такую куклу, надевая на палец, ребенок в люлечке лежал, и она с ним играла, какие-то сказки рассказывала, да, песенки пела. И ребенок такой яркие, такие краски, да, из ярких тканюшек сделали такие куклы. И когда уже ребенок подрастал, можно было ему на палец надевать и всевозможные игры придумать. Вот, например, раз, и ребеночек, то есть зайчик, и спрятался. Зайчик на пальчик, или по-другому называется куянчик. Вот такие игровые куклы. А когда они уходили из дома в поле работать, также надевали на палец ребенка, чтобы ребенок не был один, чтобы он не боялся. Куклы-обереги безликие, они существовали у всех народов. В том числе это с языческих времен, дошедшие до нас, это наше богатство, это культура, это наши традиции. Они не несут никакого вреда, они несут только один позитив. Они на все случаи жизни крутились. Вот, например, кукла на богатство. Она делается с монеткой, и сидит она на монетке. 7 зерен зерна, фасоли. Фасоль одновременно 2 значения имеет. И достаток одновременно и деньги, и еда, а еще травка. Для сытой, богатой, здоровой жизни вот такая куколка. Хозяюшка-благополучница называется. Такие куклы, почему они безликие? Безликие куклы охраняли дом, жилище, потому что она ничего не должна была видеть, ничего не слышать, и, конечно, она никому ничего не расскажет. Тем самым сбережет все семейные тайны. Вот такая куколка. Ну, много кукол здесь. Очень интересная кукла. Оберег дня и ночи. День и ночь так и называется. Когда хозяюшка вставала первая, чтобы хороший день был удачным, да, сложился, чтобы у всех все было нормально, переворачивала уже в эту сторону. А на ночь, когда уже спать собирались, да, переворачивала, чтобы эта кукла оберегала сон близких. Вот. Самые главные куклы в доме, они в красном углу располагались. Это крупиничка и богач. Они такие сытые. Они в виде мешочка сделаны, набиты крупой. И каждую осенью наполняли их новым зерном. А весной оттуда крупинки доставали и сеяли. Вот такие куколки. Много разных кукол. Кукла плодородия с детками. Много про кого еще рассказать. Неразлучники. Это куклы моего жизни Люба. Неразлучники. Они всегда вместе. Они, обратите внимание, они в обнимку всегда. Это неразрывная связь семьи, чтобы они никогда не разлучались. Весь свой опыт, все знания свои, все свои навыки я передаю детям, и не только детям, всем тем, кто желает этим заниматься и любит рукоделие. Здравствуйте, проходите, гости дорогие. Мы вас ждем, с караваем встречаем, с хлебом с солью.
Это жизнелюбы наши, которые занимаются нашей творческой мастерской. Совершенно случайно узнала про этот проект. И вот уже в какой месяц занимаюсь. Что вы научились делать? Я научилась обережные куклы крутить. Они, между прочим, только у нас сохранились вот эти русские традиционные куклы. Это вообще феномен. Ни в одной культуре нет таких кукол. Нет такого разнообразия и простоты изготовления этих кукол. То есть эта традиция многовековая. Там отражено и свадьбы, и рождение детей, и то есть все, и быт. Куклы бывают обереговые, обрядовые и игровые. Вот у меня в руках это веснянка. Это цикл весенних кукол, которые вот это дарили деткам на Пасху. Делается очень просто. Они вот примитивные, наивненькие, но очень много в себе содержат. Ими детей учили даже, как одеваться, как ремеслом заниматься, мелкая моторика, то есть много чего. То есть это традиции, вековые традиции наших предков. Я увидала вот в книге тоже татарскую народную куклу в национальном костюме. И я восхитилась такими богатыми нарядами, какие раньше обшивали сами принцессы. Вот это моя первая кукла, я сама изготовила, ее обшила. Называется она Сюембика, татарская принцесса. «Жизнелюб» – это уникальная программа, где каждый человек старшего возраста может себя реализовать и в творчестве, и в рамках здорового образа жизни. В городе предоставляются все возможности для того, чтобы наши жители города могли себя каким-то образом показать, реализовать. И непосредственно в культурном центре Залесном мы здесь развиваем такое направление, как декоративно-прикладное искусство. То есть это и народное творчество, народные промыслы, народное искусство, где люди старшего возраста и молодое тоже поколение приходят и под руководством нашего, так скажем, мастера, нашего наставника занимаются таким творчеством декоративно-прикладным, участвуют в различных конкурсах, выставках, фестивалях, украшают любые праздники. Так вот, хотелось бы вспомнить недавно приезд в Казань Владимира Владимировича Путина, и непосредственно такое именно декоративно-прикладное искусство в рамках проекта «Жизнелюб» было представлено нашими ветеранами. Сейчас я работаю над созданием шамаиля в технике витражная роспись. Шамаиль в переводе с персидского означает «священная картина». Это феномен мусульманской культуры. А сейчас я расскажу, как делается шамаиль. Сначала выбирается рисунок, который будет на стекле. Потом пишется изречение из Корана. Вот оно. Все подкладывается под стекло, выполняется контур и заливается краской. Так делается шамаиль. Обычно шамаиль делается своими руками. Его вешают в южную сторону, в сторону Каббы. Считалось, что шамаиль украшает дом и защищает его от злых духов. Я рисую руссконародную красавицу. И я хожу к Раиде Фагимовне. Мы там занимаемся искусством.
вот эта вот роспись называется гжель. Плавными и ровными мазками мы рисуем различные узоры, чаще всего растительные. Это хохлома. Традиционный фон у нее черный, а рисуется она в желтых, красных и зеленых цветах. Мы с Раитой Фагимовной сделали вот такую богатую красавицу. В русском наряде, да? В русском наряде. Это рисуется не обычными красками, а витражными. И если сюда что-нибудь капнет, это когда засохнет, можно отлепить. Я хожу уже 2 года, я сделала куколку недавно и вот такую русалочку. Сейчас я вышиваю татарскую салфетку. Тамбурный шов пришел к нам из стран Древней Греции, Востока и Рима. Тамбурный шов получил такое название от круглых пялец, похожих на барабан, тамбур. На Руси тамбурный шов чаще всего использовался в народных промыслах. К XIX веку уже были изобретены швейные машины, которые могли шить более 20 видов тамбурного шва. Сначала я вышивала контур и постепенно заполняла его. Мы очень довольны, мы очень рады, что посещаем именно вот эти вот занятия, потому что мы развиваемся и интеллектуально, и морально отдыхаем, и мелкую моторику развиваем. Я сама с удовольствием тоже посещаю эти занятия. Мы занимаемся здесь тоже и традиционной вышивкой, и атласными лентами вышиваем, и рисуем. То есть мы разносторонне тоже развиваемся и очень довольны, что мои дети посещают вот эти вот занятия. Когда мы выполняли эту работу, я сама лично, как родитель, узнала, что такое изю, что такое хасите, какие функции были у этих элементов в национальном костюме наших татарских женщин. Недавно мое увлечение – это, конечно, куклы, татарочки. Я вдохновляюсь красотой наших костюмов, да, богатством узоров, орнаментов. Пусть пока на готовой кукле я стараюсь воссоздать наряды кукол. В основном такие наряды – это костюмный комплекс XVIII века. В традиционном костюме татар самое главное – это головной убор. Обязательно покрывалась голова. Это, конечно же, колфаки различные. Сначала они были очень длинными, шерстяными, они расшивались, тоже богато украшались. Такие аппликации, это ушковая техника наша древняя, да? Это из мельчайших кусочков шелка складывались вот такие элементы, и вот такие цветочки воссоздавались. Вот они здесь изображены. Мы пытались тоже как образец воссоздать вот это в этих подушках декоративных. А затем с годами все короче и короче становились колфаки. Вот здесь можно видеть нарядную красавицу, у нее колфачок совсем маленький, это ближе к XIX веку уже такой наряд. Обязательно украшалась накидкой, расшивалась наряд. Это образ сюмбике, поэтому они так богато, нарядно одеты. Я хочу представить вам одну семью. Вот такая замечательная семья, такая богатая, дородная. Кукла в женском образе, ее муж и вот детки, замечательные такие куклиши, тоже в нарядах. У них даже сапожки вручную сделаны. Куклы готовые, я просто наряды им шью. Но сапожки я делаю сама. Ножки и ручки у них шарнирные, поэтому я из кожи, из эко-кожи шью сапожки и чиги и расписываю их вручную акрилом.
Это кукрякще, это нагрудник, который уже надевался под разрез, под нижнюю рубаху. Рубаха здесь была разрезом, вот здесь представлена, да? И обязательно охранную функцию груди, так же, как и от холода, и обереговое значение имела. Женщины надевали их, когда намаз читали, а еще женщина заранее заготавливала такие нагрудники. Эти кукрякче связаны у нас у татарских народов в похоронном обряде женщин. Заранее заготавливая вот кукрякче, вот эти нагрудники, после уже родственники усопшие раздавали тем, кто приходил на похороны. Вот кукрякче. Обязательно обратите внимание, это мотив древа жизни. Он очень стилизованный. Вот эти знаки, условные знаки со времен язычества, дошедшие до нас, это знак волны, вода. Это вода, это мировое древо жизни, как я уже говорила. В вышивках преобладала цветочно-растительная орнамента, а вот именно в полотенцах присутствовали геометрические, именно в этих полотенцах домотканых используют геометрические рисунки. Вот этот знак ром, это одновременно это солярные знаки, это и луна, и солнце, возможно, а еще это засеяно поле. Вот эти крупинки означают засеяно поле. Вот это древние знаки, которые дошли до нас. Как я уже говорила, человек издревле старался изобразить, да, условными знаками обозначал что-то. Например, прямая линия – это земля, поверхность земли, волны – это вода, ромбы, круги, квадраты – это солярные знаки, это солнце, луна. Каравай крае,